Ухтинка Дарья Бутурина оказалась одной из 34 победителей президентской номинации конкурса сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». Поздравить и познакомиться с ними в Московский парк Зарядье, где проходило чествование, приехал сам Владимир Путин. Глава государства постарался уделить внимание каждому. Учащаяся Ухтинского технического лицея имени Геннадия Рассохина рассказала ему про местный полигон ТБО и низкий уровень экологической культуры жителей. Люди, в частности молодое поколение, по ее мнению, недостаточно осознают последствий. Отчасти потому, что, мол, не хватает образовательных проектов по данной тематике. И вроде есть раздельный сбор мусора, им занимается муниципальное предприятие «Ухта Спецавтодор», но придерживаются его далеко не все. Только просветительская работа, цитата, повысит знания ухтинцев и гостей города о действительной угрозе экологии в случае дальнейшего бездумного выброса бытовых отходов, в частности пластика, разлагающегося более сотни лет. Президент поблагодарил Ухтинку Дарью, других участников встречи, а также их наставников за глубину. Подчас человек вынужден, скажем, чтобы построить дорогу, вынужден прорубить просеку, или дороги не будет. А если дороги не будет, развития не будет. Вы знаете, там, где есть дорога, там сразу появляются вот эти предприятия, о которых вы писали в своем сочинении. Нет дороги, нет предприятий. Нет предприятий, нет рабочих мест. Нет рабочих мест, нет заработных плат, нет налогов и так далее. И вот это противоборство противоречие между развитием и сохранением, оно всегда было и всегда будет. Сейчас оно становится наиболее актуальным. Но есть одно правило, которое мы можем и должны внедрять у себя. Если мы что-то у природы забрали в силу необходимости для цели развития, мы обязательно рядом или где-то недалеко должны воссоздать в полном объеме, а лучше что-то и добавить. Скажем, просеку прорубили, убрали там столько деревьев, посадите их рядом, столько же или побольше. И тогда ущерба в конечном итоге не будет. Вот если этому правилу, золотому правилу следовать, то тогда это противоречие, о котором я сказал, между развитием и сохранением природы, оно сводится к нулю. Владимир Путин отметил, что не мог прочитать все работы, но ознакомился со справкой, основанной на выдержках из сочинений победителей. Предложение учащимся всей страны написать его президент озвучил 1 сентября прошлого года, когда в рамках своего рабочего визита в Ярославль провел всероссийский открытый урок. В результате конкурс поддержали своими работами 430 тысяч учащихся 9-11 классов.